Доброе утро всем тем, кто вместе с нами просыпается в это утро, 30 мая на календаре, вторник. Это утро Якутии, в студии Екатерина Винокурова и Павел Танин. Еще раз всем доброе утро. Доброе утро. Настраиваемся вместе с нами на новый предстоящий день, очень теплый, уверенный в этом, который обязательно подарит нам самые незабываемые эмоции. Главное в это верить и правильно настраиваться. А теперь давайте узнаем, что ждет нас сегодня в эфире. Что такое фондовый рынок? Об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии. Это представитель Якутского фондового центра. Акция «Чистая Арктика» стартовала по стране. Какой регион страны дал старт этому проекту? И вообще сегодня вам также напомним о значимости раздельного сбора мусора, как и где принимают рассортированные отходы. За мойку автомобиля на дачном участке грозит штраф. Сколько же это будет стоить, также расскажем вам, поведаем сегодня. Традиционно покажем наши рубрики «Говорим правильно», «Книжная полка» и «Советы юриста». Ну а во втором блоке нашего эфира у нас будет в гостях победитель международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего 2023». Ну а эфир совершим сюжетом из Тамота. Ну и помимо всего озвученного, еще много чего интересного будет. Еще больше интересного всегда можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылку на него сейчас на экране видите. Можете по ссылке перейти, можете в поиске телеграма написать «Утро Якутии слитно». Ну и самый простой способ — это просто отсканировать QR-код, который на экране сейчас вот отображается. И сразу прямиком на наш канал попадете. Ну а теперь давайте скорее к информации, которую вы, я думаю, очень ждете. Это, конечно же, погода. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила плюс 5, плюс 13 градусов. В заречной группе от 6 до 13 тепла. В южных 6 и 9. В Вилюйской группе от 5 до 10. В Нижнеленских 5 и 8. В западных от 2 до 11 градусов тепла. В Колымы-Индигирской группе плюс 1, плюс 14. В Янских плюс 8, 12. На северо-западе от 1 до 8. Температура воздуха на 6 часов утра. Температура воздуха в городе Якутске составила плюс 14 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем нам обещают без осадков. Ветер подует северо-западный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 21-23 со знаком плюс. Ну, а все мы привыкли к тому, что каждый день календаря, он так или иначе чем-то знаменателен. Какие-то вот праздники, даты отмечают и так далее. Иногда какие-то вот совсем вот комичные, можно сказать. И вот сегодня, не поверите, отмечается День окрошки в России. Да, кстати, я тоже в курсе. Я думаю, что, может быть, многие забыли про это блюдо, а оно ведь как раз сейчас, и, я думаю, будет набирать популярность в теплое время года. В том-то и дело, что до того, когда созреет все необходимое, но если мы будем и учитывать, что человек сам на огороде выращивает все ингредиенты, пока все это вырастет, еще как минимум, наверное, месяц нужно подождать. Так что какое-то преждевременное празднование Дня окрошки происходит. Но, тем не менее, вот с Днем окрошки, если вы ее любите, то, конечно, поздравляем вас. Ну а какие еще даты сегодня можно отметить, это мы узнаем из нашей традиционной рубрики. На календаре 30 мая. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации. По народному календарю сегодня Евдокия Свистунья. В это время было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами. Какова Евдокия, таково и лето. Народившийся в дождливую Евдокию луна к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер, к лету холодному. Этот день в истории. 30 мая 1431 года в Руане была сожжена на костре как еретичка одна из главных командующих французскими войсками в Столетней войне Жанна д'Арк, ставшая позже национальной героиней Франции. В этот день был основан город Хабаровск. 30 мая 1858 года солдаты высадились на берегу Амура на среднеамурской низменности и основали военный пост, назвав его Хабаровка в честь
землепроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сегодня это один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. В 1896 году в Москве произошла Ходынская катастрофа. Паническая давка, случившаяся в Москве 30 мая, в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле, получила название Ходынской катастрофы. В этот день родились Михаил Бакунин, русский революционер-анархист, Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства, Лев Ашанин, советский поэт, автор многих песен, Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, телевидения, народный артист РСФСР. Именины сегодня у Андриана, Афанасия, Евдокии и Степана. Ну а мы продолжаем наш эфир. И сегодня в нашей студии, как мы уже и говорили, заместитель генерального директора акционерного общества «Якутский фондовый центр» Ирина Григорьева. И мы, конечно же, с ней поговорим на тему ценных бумаг и о самом центре, о его деятельности. Ирина Руслановна, доброе утро. Доброе утро. Вообще, что такое, в принципе, фондовый рынок? Ну, рынок ценных бумаг, фондовый рынок – это очень сложная экономическая система. В странах с развитым уровнем экономики фондовый рынок характеризуется наличием не только основных элементов, таких как организатор торгов, расчетные системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, но и глубоко проработанной нормативной базой, которая устанавливает для всех субъектов рынка ясные, четкие, понятные принципы поведения, правила, стандарты, органы контроля и регулирования, меры по снижению рисков. Структура финансового рынка обязательно включает и учетную систему, первичным звеном которого является регистратор, который я представляю сегодня, Якутский фондовый центр. Это единственный самостоятельный регистратор в Дальневосточном федеральном округе. Вот, значит, регистратор регистрирует саму первичную систему, первичный финансовый инструмент, акции, облигации, паевые инвестиционные бумаги. И учитывает не только владельцев, но и сами права, которые исходят из этих ценных бумаг. Все это можно назвать ценными бумагами? Это можно назвать фондовым рынком, рынком ценных бумаг. То есть регистратор, он занимается вот только регистрацией или еще какие-то функции на него возлагаются? Регистратор, да, для регистратора единственный вид деятельности – это ведение реестра, то есть составление, фиксация системы ведения реестра, то есть право собственности на ценные бумаги, выпущенные эмитентами, акционерными обществами, и, значит, предоставление этой информации акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам. Регистраторы в Российской Федерации появились в 1992 году, когда началась чековая приватизация. Наверное, когда еще вы не родились. Ну, уже родились? На самом деле? Да, да. И тогда законодательство менялось очень стремительно. Вот, например, Якутский фондовый центр, мы были созданы в 1993 году, и до 2004 года мы получали лицензию 8 раз. 8 раз получали, продляли, все время менялись требования, повышались. И, значит, это для всех регистраторов Российской Федерации, которых было в начале 600, а сегодня осталось 30. То есть уменьшилось ровно в 20 раз. Фондовый рынок вот один из оставшихся. Да, да, фондовый центр. Такие вот требования, да, получаются серьезные? Да, очень серьезные требования, да, это очень сложная система. Вот расскажите немного вообще про вот наш Якутский фондовый центр. То есть понятно, что это регистратор, как вы уже сказали. Мы уже даже немножко в историю его создания окунулись, но в целом вот сколько, 30 лет, да, почти Да, прошло. мы были созданы, да, в 1993 году, 4 октября 1993 года. Мы сегодня, значит, ведем почти 280 реестров акционерных обществ Якутии, Республики Хакасия, Новосибирской области.
У нас есть эмитенты в Архангельске, это Севералмаз, дочернее общество «Алросы». Мы предоставляем услуги акционерным обществам по ведению реестра и, значит, акционерам этих акционерных обществ по предоставлению информации, учету прав на ценные бумаги. Основным учредителем Якутского фондового центра является Республика Саха-Якутия в лице Министерства имущественных и земельных отношений. Но это основные, да? Основная деятельность, да? Это основная деятельность, центра. да. А какие еще вот функции наложены на Якутский фондовый центр? Кроме основной деятельности, мы большое значение уделяем методологической работе среди наших эмитентов, среди наших субъектов, потребителей наших услуг. Потому что мы считаем, что, значит, повышение корпоративной структуры для всех эмитентов, для всех субъектов, да, это эмитенты, это акционеры, это инвесторы, которые пользуются услугами фондового рынка. Грамотные инвесторы, грамотные действия, которые снижают степень, значит, зависимости от, то есть снижают нарушения, потому что санкции за нарушение очень высокие в корпоративном законодательстве. До 1 миллиона рублей составляют штрафы за нарушение. Вот поэтому мы считаем, что, значит, повышение корпоративной грамотности – это наша миссия, наше действие, которое мы внесем вот уже 30 лет. Вот Да. 30 лет пройдено. Какие планы развития дальнейшие фондового центра? Планов у нас, как всегда, значит, много. Это соответствовать условиям законодательства, соответствовать условиям лицензии. И это цифровизация, конечно, да. Мы сейчас идем по пути, значит, предоставления услуг путем открытия личных кабинетов, как вот мобильные банки, так вот мы хотим мобильный регистратор тоже для всех наших акционеров. Ирина Руслановна, спасибо большое за беседу эту замечательную в это утро. Хорошего вам дня. Ну а Спасибо. прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой эфир продолжим. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Вчера в республике открылась навигация 2023. Утром к грузовому причалу Якутского речного порта причалил теплоход «Двина», доставивший в столицу 2 баржи со стройматериалами. Всего же в навигацию этого года планируется перевести более 1,5 миллиона тонн коммерческих грузов, в том числе сухогрузов 1 миллион 250 тысяч тонн и нефтепродуктов наливом 350 тысяч тонн. Для выполнения прогнозируемого объема в навигацию планируется задействовать 280 единиц транзитного и вспомогательного флота общей грузоподъемностью 346 тысяч тонн, 19 единиц плавучей и 9 единиц портальной и крановой механизации. Да, это очень важный день, по крайней мере, и для нас, и для речного флота в целом в бассейне реки Лена. Дело в том, что мы находимся в среднем течении реки Лена. Ледоход движется ниже по течению, соответственно, вот это суда начинают по проходу ледохода подходить. Это первые груза, которые приходят сюда к нам именно в Якутск, в адрес грузополучателей. Вот судно пришло данное с пиломатериалом. Стало известно расписание движения паромов по маршруту Якутск-Нижнебестях. Движение паромов начинается с 5 часов утра и заканчивается ровно в полночь. Первые паромы из Якутска отправляются в 5:30, 6:30 и 7:30 утра. Из Нижнего Бестяха в 5, 6 и 7 утра. Интервал движения паромов варьируется от 40 до 60 минут. На сегодняшний день задействовано 6 паромов. Напомню, в этом году изменились цены на паром для легковых автомобилей. Так, стоимость перевозки легковой машины составила 650 рублей. Автомобиль до 2 тонн – 950 рублей. До 2,3 тонн – 1100 рублей, свыше – 1400.
В рамках реализации федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице республики, по данным на 29 мая, строительно-монтажные работы ведутся на 11 объектах. Так, например, на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова, на участке от улицы Кулаковского до улицы Дежнева продолжаются строительно-монтажные работы. Совместно с ресурсоснабжающими организациями осуществляется переустройство сетей канализации и газоснабжения. Кроме того, на участке от улицы Дзержинского до Хабарова ведутся монтажные работы сетей связи и линий наружного освещения. На участке от улицы Дзержинского до улицы Октябрьская проводится демонтаж бордюров и тротуаров. Фрезерование верхнего слоя проезжей части также началось асфальтирование со стороны улицы Дзержинского. Перевозку пассажиров и грузов вездеходами повышенной проходимости в труднодоступных населенных пунктах запустят в пилотном режиме в республике. В рамках экспериментального проекта Минтранса для Устьянского района дорожного участка предприятия Республики Дороги Арктии в апреле 2023 года приобрен вездеход «Бурлак». Вездеход уже показал себя с положительной стороны при работе районных дорожных участков. Работники предприятия на этом вездеходе перемещаются по участкам дорог, по которым невозможно ездить на обычном транспорте. Правительство установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 по 31 ноября 2023 года в размере 16,3 миллионов тонн. Уточняется, что эта мера связана с необходимостью поддержания достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Представители Кабмина уточнили, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Ранее официальный представитель Российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва готова в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса. Но Киев уже на протяжении не только одного года тормозит этот шаг, выдвигая все новые условия. Доброе утро всем, кто только что к нам подключился. Это «Утро Якутии». Сегодня 30 мая. Да, вторник, если быть точными. В Республике Саха-Якутия в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» волонтерами было собрано свыше 3500 тонн металлолома. Этот проект на территории региона работает уже 2 года. В проекте принимают участие волонтеры, население и предприятия, рассказал исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев. В этом году планируется работа с вывозом собранного в прошлом году металлолома. В начале апреля этого года в Якутск прибыли рейсы грузовых машин из поселка Саилык Устьянского района с 40 тоннами металлолома. Прибывший металлолом был передан для дальнейшей переработки и утилизации. В этом году география проекта «Чистая Арктика» будет расширена. Мы планируем провести акцию в Булунском, Верхоянском, Жиганском и Устьянском районах, отметил первый заместитель министра по развитию Арктики Якутии Сергей Неустроев. В 2023 году в проекте «Чистая Арктика» примут участие международные группы волонтеров. Также сообщается, что с мая по сентябрь в рамках проекта «Чистая Арктика» запланированы десятки молодежных экспедиций по уборке северных регионов, в которых примут участие также и члены Совета Федерации. На прошлой неделе акция, кстати, стартовала в Карелии. Ну и раз уж мы заговорили о сборе металлолома, как о мусоре, хотим вам показать следующий материал о раздельном сборе мусора. Эта тема очень актуальна как никогда, особенно в это время, когда якутяне все чаще проводят время на природе. А также, когда и везде, и всюду используют пластиковую посуду, различные вот эти вот Картон, пластиковую посуду, пакеты и так далее. Сарглана Неустроева расскажет нам, где и как в городе правильно сортировать мусор. Один из главных аргументов тех, кто не собирается переходить на раздельный сбор и осознанное потребление, в том, что все вторсырье все равно попадет на свалку. Следовательно, все потуги улучшить экологическую обстановку в республике тщетны. Однако это не так. Те фракции, которые предлагаем сортировать в пилотном проекте, это картон, алюминиевые банки и бутылки. Также мы всегда рекомендуем жителям города отделять отдельно крышки и батарейки. Там тоже нет никакой сложной подготовки вторсырья. Мы после заготовления вторсырья его сбываем, и на вырученные деньги нам удается содержать штат людей и даже где-то зарабатывать, и эти деньги вкладывать дальше в развитие.
За 1,5 года работы якутская экологическая компания установила 20 пунктов сбора. А уже к середине мая в Якутске таких баков станет 30. При этом около 90% вторсырья генерирует бизнес. Эта огромная гора вторичного сырья принадлежит всего лишь одному торговому объекту. В неделю здесь собирают от 70 до 100 кубов картона. Только представьте, что будет, если каждый предприниматель в городе перейдет на раздельный сбор. Как признается руководитель экокомпании, сейчас подготовка вторсырья стремительно развивается как бизнес. И порой за картон буквально приходится конкурировать. Все вторичное сырье города приезжает сюда, на производственную базу якутской экологической компании. Весь этот картон будет сортироваться вручную. Поэтому очень важно подходить к вопросу раздельного сбора серьезно. 20% они осознанно это делают. А так в основном мучаемся, а что еще сделаешь? Короче, мы забираем только картон и, как сортируем там. Там же у них ставка же идет как наподобие ячейки. Ячейки отдельно, полиэтилен отдельно, картон отдельно. Тем не менее, несмотря на все сложности, уже сейчас компания подумывает над разработкой других интересных мероприятий в рамках проекта. Загадывать пока не хотят, все-таки есть еще над чем работать. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, Якутск ждет гораздо более экологичное будущее. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. В России хотят наделить регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в так называемых наливайках, то есть в точках общепита, которые находятся в жилой застройке. Соответствующий законопроект подготовил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов из «Единой России» по итогам недавнего поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативу уже поддержали общественники. В Народный фронт, к примеру, регулярно поступают жалобы на шум около подобных заведений. Кроме того, политики готовятся обсудить и другие аспекты деятельности подобных учреждений, в частности, способы регулировать запрет покупки алкоголя на вынос. Ну а между тем, мойка машины на Садовом участке грозит штрафом до 5000 рублей и выплатой компенсации за экологический ущерб. Об этом РИА Новости рассказал юрист Андрей Попельнюк. Штраф за мойку или ремонт автомобиля на прилегающей территории к частному домовладению на территории СНТ составляет для граждан от 3 до 5000 рублей, предупредил юрист, добавив, что грязная вода или химикаты не должны попадать на участки соседей и территорию товарищества. По словам эксперта, соседи вправе направить жалобу в местную администрацию или правоохранительные органы, которые проведут проверку и вынесут постановление об административном правонарушении. Если подтвердится факт загрязнения почвы химикатами, нарушителю придется оплатить расходы по ее восстановлению. Ну, в целом, на самом деле, логичная история, особенно учитывая, что, конечно, уже довольно долгое время это редко можно встретить. Тем не менее, раньше бывали случаи, когда в водоемах прямо машину мыли и загрязняли водоем. Это, мне кажется, было очень неправильно. Ну, а касательно того, что на Садовом своем участке помыть машину нельзя, я думаю, что если это не создает неудобств соседям, опять же, вода не выходит на территорию соседей или на общей территории садового товарищества, то почему бы и нет? Это же все-таки твой участок, твоя частная собственность. Да. Вправе ей распоряжаться. Ну а в других случаях, я думаю, сейчас очень много автомоек открывается, да, очень популярные автомойки самообслуживания, да, то есть, я думаю, не составит труда съездить за пару сотен, скажем, наверное. За соточку помоете, пожалуйста. На самом деле, в принципе, тоже, да, логичный такой довод, что сейчас мойки самообслуживания очень удобная вещь. Приехал, помыл, уехал. Да, ну а мы продолжаем. Онлайн-аккаунты, цифровая валюта и прочие цифровые активы давно стали широко распространенным и имущественными ценностями. На практике те же аккаунты в социальных сетях нередко выступают объектом сделок купли-продажи. Но вопрос наследования такого актива пока четко не регулируется. Между тем, эксперты уверены, что судьбу своих цифровых активов после смерти лучше всего определять еще при жизни. Как это сделать правильно, расскажет наш юрист Вероника Тамтосова.
Есть четкие правила, то есть у определенных интернет-ресурсов есть определенные ограничения. Так, допустим, аккаунт в игре, даже если на счете этого аккаунта сохранятся деньги, получить, скорее всего, невозможно. То есть унаследовать будет очень сложно, потому что это привязано к личности игрока, и вот это все, что с ним связано. В то же время, да, такая же аналогичная ситуация с правилами, да, передачи логинов и паролей, персональных данных, аутентификации на Валбересе, на Озоне и даже на Рамблере. То есть был случай, да, когда наследник Людмилы Карпушкиной хотел получить доступ к ее почте Рамблер для того, чтобы скачать оттуда всю информацию. Там у нее хранились, соответственно, фотографии, записи, хотели все это получить, чтобы сделать какой-то мемориальный альбом, да, но, к сожалению, у наследников это не получилось, потому что Рамблер им отказал. В то же время, если смотреть Google, Apple и так далее, да, то там немножко по-другому. Даже ВКонтакте там есть возможность управления аккаунтом после смерти владельца, да, и все это передается по праву. То есть если вдруг вы столкнулись с необходимостью, что у вас, правда, очень ценный аккаунт, и вы, правда, хотите эти данные передать, то нужно обязательно с правилами ресурса, на котором размещается он, ознакомиться, потому что вообще возможности передачи этой собственности. То есть если в правилах есть какие-то ограничения, то есть третье лицо не может просто логином и паролем воспользоваться, это запрещено, если собственник провайдера об этом узнает, да, собственник, допустим, там в сети, там, не знаю, ВКонтакте и так далее узнает, да, и ограничит право пользования, он уже восстановить не сможет. Поэтому здесь уже работает возможность наследования. Разделить, получается, ваш аккаунт на 3 составляющих, то есть это интернет, виртуальные деньги, да, которые унаследуют, допустим, наследник, да, это интеллектуальная собственность, которую вы произвели в этом аккаунте, и там какие-то интернет-услуги, да, которые право на их пользование вы также передаете. Если информация, правда, ценность, а сейчас она является таковой ценностью, да, притом и в материальном выражении, нужно знать, где ее хранить правильно и возможности передачи ее на обоснованных законных основаниях вашим наследникам. Поэтому желаем, чтобы ваши аккаунты были популярны, где бы они ни были, чтобы информация была интересной, чтобы приносила вам удовольствие. Ну а если вы задались целью передать это как наследство, то, пожалуйста, есть такой способ разделить на несколько составляющих и написать завещание, и в последующем обязательно законный наследник сможет этим воспользоваться. Хорошего дня! До какого интересного времени мы дожили, что даже цифровые аккаунты сегодня можно застраховать, так скажем, да? Кто бы мог подумать 20 лет назад, что до такого Да. дойдет? Прям. Что да, доживем до такого, интересно. Дожили? Но тем не менее, если аккаунт действительно имеет какие-то очень ресурсы такие, да. Ну, как если он минимум, если дорог, мы говорим про социальные сети, это же может быть огромное количество фотографий каких-то, это опять же, то есть целый архив получается, то есть да? это память семьи, там, память человека, и почему, это очень важно. Да, я Мы же согласна. храним фотоальбомы дома. Ну, а здесь цифровой. Здесь уже фотоальбом, цифровой да. фотоальбом, все правильно, да? Да, поэтому почему бы и нет. Продолжаем. Интересная такая у нас информация. На даче Антона Павловича Чехова и Ольги Леонардовны Книпер в Гурзуфе, Республике Крым, вновь открылась библиотека у моря, которая входит в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. Особенностью библиотеки является читальный зал под открытым небом. Каждый посетитель музея по входному билету может выбрать любую из понравившихся книг и насладиться чтением на чеховской даче с видом на море. Самая живописная библиотека Крыма будет доступна посетителям до 31 октября. На книжной полке можно встретить не только произведения Чехова, но и других авторов. Мне кажется, максимально такая умиротворяющая атмосфера для чтения создается в этом месте. Я бы там стола была хорошая, камушек такой почти Да, в море очень выходящий. Я бы там красиво. сел и читал бы. Любителям литературы, да, любителям почитать. Представляешь, если бы у нас открылась на берегу реки Лена библиотека у реки. Или на берегу моря Лаптевых, почему бы и нет? Морская вода все-таки она особенная, Почему бы и она нет? не речная.
Да, почему бы и нет. Ну а далее наш эфир продолжит наша рубрика «Говорим правильно» вместе с Анной Шкатуляк. Последние наши выпуски этой рубрики были посвящены названиям десертов. Мы с вами разбирали происхождение торта «Наполеон», бисквитных лепешек «Буше», производные словам «леденец» и другое. Но сегодня узнаем происхождение и значение слова «какао». Доброе утро, дорогие телезрители! А сегодня мы поговорим о напитке, который очень многие любят, о какао. Спасибо. Итак, какао. Как же это слово появилось в русском языке? Известно, что какао – это название шоколадного дерева, которое происходит из тропической Африки. Плоды этого дерева являются очень важным сырьем для изготовления кондитерских изделий. А что же означает само слово «какао»? Слово «какао» пришло в русский язык из испанского языка. Испанцы же позаимствовали это слово в одном из ацтекских диалектов, где слово «какао» обозначает «семечко». Еще слово «какао» интересно с точки зрения культуры речи. Дело в том, что слово «какао» ведет себя очень достойно, и его произношение, его родовая принадлежность соответствует одному из золотых правил русской грамматики, которое гласит, что неизменяемое существительное, если оно является неодушевленным, относится к среднему роду. И действительно, слово «какао» является существительным среднего рода. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Хотя вот вопрос такой к тебе. Ты какао пьешь? Конечно, пью. Ты как его завариваешь? С молоком. Чистым молоком? Да. И аналогично. Я прям просто люблю как? очень. Натуральный такой вкус получается, очень вкусный. Из Вот. детства. Возможно, мы просто жертвы рекламы одной из марок какао, потому что многие все-таки, даже если прийти в какой-нибудь там кофейню и так далее, все-таки ее делают теплой водой, горячей. Разбавляют. Разбавляют, да. Но какао лучше делать, конечно, чистым молоком. Дороже, но вкуснее. Да, вообще я очень люблю нашу рубрику, потому что всегда узнаешь много нового, да. Вроде бы слова мы все эти употребляем в обыденной жизни, да, но об их происхождении и правильном ударении, да, его произношении узнаем вот как раз-таки в наших рубриках. Да. Ну а, кстати, пополнять свой словарный запас всегда рекомендуется. Самый лучший источник пополнения словарного запаса, развития речи, собственной красоты речи, это, конечно же, книги, чтение книг. И вот наша рубрика «Книжная полка» готова вновь представить очередное интересное произведение, которое может вас заинтересовать, и в ближайшие выходные вы возьмете эту книжечку. Может быть, даже повезет и на чеховской даче. Прочитайте. Может быть и да. А вообще их всегда можно найти в Национальной библиотеке нашей республики. Давайте знакомиться. Доброе утро! Сегодня в очередном выпуске «Книжная полка» мы поговорим с вами о книге, которая называется «Странные вопросы о Вселенной» или «Как сделать солнце из бананового пюре», которое написал Маркус Чаун. В нашем мире множество феноменов, которые кажутся абсолютно логичными. Более того, за последний век ученые сделали множество открытий, которые помогают нам познать себя, нашу планету и Вселенную. Но вылазки за пределы земной атмосферы, пристальное внимание и знакомство с квантовыми явлениями и скачок в развитии технологий указывают нам на то, что мир куда более странен, чем мы предполагали. Маркус Чаун, британский популяризатор науки и автор бестселлеров, раскрывает в этой книге нам тайны о самых важных научных фактах о нас с вами, о земной реальности и о космосе.
Знаете ли вы, что все человечество может уместиться в одном кусочке сахара, если из всех живущих людей на этой земле вынуть всю существующую пустоту? Да, это с трудом укладывается в нашей с вами голове, но это именно так, и это прекрасная иллюстрация того, что насколько пуста наша материя. Я, вы и каждый из нас с вами, по сути, являемся призраками. Именно такая трактовка приводит нас естественным образом к квантовой теории, которая является одной из самых успешных, вместе с тем, самой странной из всех физических теорий. Электрическая энергия одного единственного комара может вызвать массовое вымирание, или что где-то далеко в космосе прячется бесконечное количество наших с вами копий, которые читают бесконечное количество копий этой книги. Об этом и о многом другом вы сможете узнать в этой прекрасной книге, которая написана доступным и простым языком, а сложным. До новых встреч и приятного чтения. А буквально на прошлой неделе в социальных сетях разлетелась информация о том, что писатель из Якутии стал обладателем гран-при международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего-2023». Им оказался ведущий рубрики «Книжная полка» Максим Эверстов из Национальной библиотеки Республики. Его проект был признан лучшим из порядка 500 заявок. С этой победой его в своем телеграм-канале поздравил глава Якутии Айсен Николаев. И сегодня Максим у нас в гостях, прилетел в Якутск буквально в конце прошлой недели. Вот, Максим, присоединяемся к поздравлениям. Спасибо. Я так понимаю, это очень большая Конечно, победа, да, поздравляю. значимое событие и в жизни в том числе. И вот хотелось бы в первую очередь узнать, вообще расскажи про прошедший конкурс, то есть для несведущих людей, скажем так, что это, о чем это, кто участвует и с чем участвует. Это был международный конкурс молодежных проектов «Книга будущего-2023». Там принимались проекты со всей России, разных участников до 35 лет. И он проходил, я отправил заявку в конце марта, как это часто водится в дедлайн, какие-то последние дни, и отправил по 2 разным категориям: эссе и подкасты. Мне почему-то казалось, что больше эссе претендует, потому что я так его писал, вдохновился. Подкасты отправил, потому что подумал, а вдруг? И в итоге я не так давно узнаю, что проходят подкасты. Мне звонит человек из библиотеки, который помогал мне, подсказал, что есть такой проект, и рассказал, что вот ты, оказывается, победил. Я там, конечно, радуюсь эмоционально. И не успею очнуться, я уже на Дворцовой площади, просто в Петербурге. Все как в тумане. Да, все как в тумане, да. Вот, тем более Петербург люблю. Там шанс был попасть в Москву на Красную площадь, 50 на 50, и на Дворцовую. В Петербурге я жил пару лет, поэтому с удовольствием туда поехал. И там было всего по России 30 финалистов из 500, и у меня была мысль, уже хорошо, финал. Потом, когда объявляли места, я вот выступил, там вроде улыбались, как-то хлопали, смеялись, но по реакции не всегда поймешь. Потом говорят, финал, потом 2-е место объявляют, меня нет. 1-е место объявляют, меня нет. Я думаю, ладно, хорошо, съездил. Надежду потеряли. Как бы себя настроил, что ладно, ничего страшного. И потом говорят, а у нас еще гран-при будет, только нужно немножко подождать. В другом месте гран-при объявляют. Немножко нас потомили. Мы все туда пошли, мне участники говорят, шанс есть, ты молодец, все круто. Я прихожу, и они немножко еще томят, а потом говорят, гран-при, конечно, Эверстов Максим. У меня вот такие глаза, меня вручают, там все руки жмут, какие-то обещания, какие-то призы, что-то сулят. А все это было вот с 18 по 21 мая в рамках книжной ярмарки на Дворцовой площади. То есть победа действительно неожиданная была. Да, я был удивлен, мягко Начиная, что и в категории, в которой не ожидал вообще. Максим, как вообще работает подкаст и какая была выбрана тема для этого? Сколько продолжительности это длилось? А вы сами подкасты слушаете? Очень редко, на самом деле. А сейчас по статистике Яндекса самый слушающий возраст 23-34. То есть очень много слушают подкастов и до этого, и позже по возрасту. И советую начать сейчас, потому что эта ниша, она очень сильно раскручивается. И лет 5 назад, когда все только начиналось, слушали только молодежь. Сейчас слушают все возраста, потому что есть сотни разных тем. Самая популярная тема, как вы думаете, какая? Не могу даже представить. Психология и саморазвитие. То есть люди очень много слушают по психологии. Я выбрал тему литература, она далеко не в топе, она на 6-м, на 7-м месте по разным этим источникам, но зато люди часто слушают summary, то есть очень сжатый текст, не пересказ,
А когда человек передает и интонацию, и дух книги, и есть как минимум один блогер, я знаю, он миллионник, у него 1 миллион подписчиков на каждой платформе, потому что люди слушают, как он рассказывает про книги. И, казалось бы, про книги. И я начал подкасты записывать, люди это слушают. Моя основная тема — это фантастика и фэнтези, но иногда я рассказываю про классическую литературу, про современную и про технику чтения. Я думаю, наши телезрители уже примерно понимают, да, о чем говорит Максим, потому что в рубрике как раз-таки «Книжная полка» Максим очень часто выступает и Да. интересно А доносит. мои подкасты можно послушать пока на Яндексе, Национальная библиотека вводите, или у нас на сайте национальной библиотеки nlrs.ru. Ну вот вернемся мы к конкурсу. Какую поддержку оказывала Национальная библиотека, может быть, вот в рамках участия? Может? Конечно, оказывала. Во-первых, про конкурс я узнал благодаря Национальной библиотеке, потому что я работаю и всех конкурсов не вижу. И мне предложили, я согласился, потом меня поддерживали, во-первых, помогли с выездом, то есть билеты это тоже до Петербурга. Потом там обязательно меня коллеги все спрашивали, ну как там, ну зарегистрировался, ну прошел. Потом, когда я победил конкурс, в конкурсе я сначала позвонил маме, с папой и родителям, а потом сразу уже, значит, и одному начальнику, второму начальнику звоню и говорю, все так-то, ура, там кричат, а в Якутске уже там поздно, то есть пока мы закончили в Петербурге этот день, а в Якутске уже поздний вечер. Я звоню, там тоже кричат, ура, говорят, мы тебя ждем. И когда сюда приехал, все так встретили просто, чуть ли как национального героя. А я говорю, да конкурс, они говорят, нет, все, прям молодец, звезда. Национального героя, Национальной да. библиотеки. Да, но Максим сказали, что пообещали очень много призов, да, какие призы, интересно? Ну, самый главный, он нематериальный, потому что мне сказали, что я могу проехать в литературном поезде, который будет в августе, с Мурманска до Владивостока. Ух ты. Вот вчера мы переписывались, они уточнили, что, может быть, мне не надо в Мурманск, может, где-то посередине меня поймают, потому что говорят, что 2 недели ехать, может быть, мне и не надо. Там у них, оказывается, есть люди, которые будут с разных точек соскакивать. А я-то думал, что все проедут, кто сел, тот, и они говорят, нет, ты думаешь, писатели 50-летние, там писатели будут, литературоведы, и они будут с Мурманска до Владивостока, не все проедут. Плюс ко всему много дали сертификатов на книги в Буквоед, это большой книжный магазин, и я думаю, что я сколько-то лет в Петербурге, если буду, я смогу не тратить деньги на книги вообще. И вот буквально 2 июня будет заседание Российского книжного союза, и меня туда включают. То есть там обычно проходки очень долго, включение, там платный еще вход. А мне сказали, мы тебя вот так вне очереди включим 2 июня. Это очень здорово. Вот, то есть, помимо этого, может быть, что-то как, ну, грубо говоря, как писателю это участие в конкурсе дало. Во-первых, Российский книжный союз, там очень много писателей. И проще будет с ними поговорить, находясь в Российском книжном союзе, как с писателем. Во-вторых, в этом поезде тоже будут писатели. И обсудить возможность продвижения своей будущей книги, которую я сейчас пишу. У меня одна книга «Лес на карантине», она продается в Якутске. Одна книга, одно произведение «Я голем», он входит в сборник «Новая фантастика» в Москве. Вот. И сейчас я работаю над 3-й книгой, и, возможно, вот связи вот такие помогут с этой книгой быстрее выйти. А вообще планы по развитию вот дальнейших вот каких-то подкастов? Конечно, Какие планы? Подкасты, я думаю, я их буду снимать, ну, может быть, не то что чаще, но они будут продолжительнее. Сейчас у меня средний подкаст длится минут 20, но я заметил тенденцию, что на Кастбоксе и на других платформах подкасты начинают увеличиваться по времени до 30 до 40 минут. Раньше это считалось долго, а сейчас люди слушают. То есть начинается вот это вот, люди слушают дольше, как на YouTube. Помните, были короткие ролики, а сейчас же уже длинные, и люди часто, и смотрят, и с подкастами та же ситуация. Ну что ж, во-первых, надо все-таки, Кать, в подкасты вливаться. Да. Можете начать с моих. Может быть, сейчас через... Я думаю, самое время начать из подкастов Максима, конечно. Через 12 минут закончится эфир, и можно начинать. Ну, на самом деле, да, желаем, конечно, развития всем этим проектам. И... Сейчас общее название проекта «Ликбез». Вот почему у меня такой мерч. И есть даже слоган. То есть это, получается, свой мерч? Это мой мерч, да, первый. И уже появились 2 заказа, правда, только начальные. Говорят, где купить, где достать. Я говорю, пока это в единственном числе. Здорово. И девиз есть: «Люби жизнь, читай книги». Ну, на самом деле, Как это классно. здорово. Обычно появляется какой-то проект, и через полгода появляется мерч. А тут проект как бы фактически вот начинает, а мерч уже готов. Я решил, а что тянуть? Сразу сделал. Все равно же к этому приду. Все равно к этому приду, да. Что такие вот уникальные люди, да, как Максим,
Максим живут среди нас. Это не может не радовать. Спасибо, Максим, за участие в нашей программе. Приятно было с вами познакомиться вот так близко. Да? Не через экран. Не через экран, да. Вам, конечно, творческих успехов, дальнейших побед обязательно. Спасибо. И еще раз поздравляем, конечно, с победой. Благодарю. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Продолжим блоком новостей. Стартовал прием заявок на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания. Сумма субсидий 50 миллионов рублей. Всего предусмотрено 10 направлений, а принять участие в конкурсе могут муниципальные образования республики. Напомню, данная субсидия реализуется по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. В такое сложное время выделено 50 миллионов для районов. Я думаю, это даст очень большой рывок для развития патриотического воспитания в целом. И такое, на самом деле, в первый раз в республике, это тоже стоит учитывать. Такая большая сумма была выделена. У нас было 15 миллионов, может быть. И сейчас не на организацию дается, а именно для того, чтобы поддержать специалистов, которые работают именно на местах по молодежи в районах. Вот деньги даются району, а тратится, получается, вот именно для молодежи, специалисты по молодежной политике, управления, там, отделы по молодежной политике. На пригородных полях Якутска настоящий разгар посевной работы. Например, хозяйство Екатерины Котрус – одно из самых крупных. Зерновую культуру, в том числе овес, ячмень и пшеницу, посеяли на 300 гектарах. В эти дни сажают картошку. Общая площадь 55 гектаров. И этой весной Екатерина Котрус впервые высаживает ранний высокоурожайный сорт Red Scarlet. Для этого специально приехали ученые из Центральной России, обработали пашню, а после чего высадили картошку по совершенно новым технологиям. Установили аппаратуру, которая каждых 3 часа выдает на глубине 90 сантиметров температуру и влажность почвы. Это опыт будет без полива, учитывая то, что картофель будет брать влагу из нижних слоев почвы. В преддверии общероссийского дня библиотек в селе Эмисы Амгинского района прошло торжественное открытие Эмисской сельской модельной библиотеки. В прошлом году коллектив принял участие в конкурсе на получение гранта в республиканском отборе сельских модельных библиотек. По итогам конкурса выиграл грант на сумму 800 тысяч рублей. В рамках реализации проекта библиотека прошла модернизацию, изменилось внутреннее пространство библиотеки. Установленное современное компьютерное оборудование и комфортная мебель. Значительно обновился книжный фонд. Участвовали в республиканском конкурсе по созданию модельных библиотек и оснащение получили на 800 тысяч рублей. Но в последующие годы по стратегии до 2023 года мы должны сделать план по модернизации библиотек нашего УЛУСа. С администрацией УЛУСа, с главой уже Кузьминым Степаном Николаевичем уже этот вопрос решается. И в последующие годы будут проводиться капитальные ремонты наших сельских библиотек, чтобы стать модельными библиотеками и участвовать в национальном проекте «Культура». Сборная республики завоевала 18 медалей на Кубке Европы по джиу-джитсу, который прошел 28 мая в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 стран Европы. Руководитель Генсинкан Целестин Тюхтинский представил в данном турнире 12 воспитанников, которые завоевали 18 медалей, 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Двукратной чемпионкой стала Юлия Слепцова по ката и кабуду. Победителями стали Данил и Екатерина Прокопьевы. Мама в лайт-контакте в кумите и сын в кобуду, бой с палками. Чемпионами Кубка Европы стали Максим Кононов, Никита Чин, Влад Стренков, а также братья Денис и Артем Алексеевы. Это были все новости к этому часу. До новых встреч! Еще одна очень интересная новость. В поселке Сюльдюкар Мирнинского района состоялся ивенкийский национальный праздник Макалдын. В этом наследии сегодня проживают ивенки рода Брангат и якуты. Село очень дружное и всегда вместе с задором отмечают красочные национальные праздники. О том, как прошел традиционный национальный праздник ивенков, смотрите далее.
Бакалдын – это праздник встречи Нового года. Он символизирует обновление природы после долгой зимы. Его называют праздником весны и зелени. Издревле эвенки на Бакалдыне обменивались информацией, общались, ведь зимой в поисках мясного и пушного зверя они редко встречались. И именно на таких праздниках учились у старших опыту и мудрости жизни. Население у нас составляет где-то 300 с лишним человек. Занимаемся, у нас находится генофондное предприятие «Якутский скот». Тут уже четвертый год занимается этим. Население сами, они очень активный народ, они легки на подъем и радуются каждому гостю, как истинные эвенки. Очень хорошо, что наша молодежь остается в поселке. Хотят всегда строиться. Дорога, конечно, труднодоступная, во-первых, хочу отметить, да. У нас проблема доставкой этих стройматериалов, еще раз хочу подчеркнуть. Вначале все собравшиеся приняли участие в обряде очищения, когда надо было пройти через живой коридор обрядовой группы, которая взмахивала можжевельником, багульником и произносила пожелания здоровья, счастья, удачи во всем. Одним из обязательных обрядов является угощение духа огня. Эвенки считали, что все окружающее в природе имеет свой дух. Сегодня здесь прекрасно передаются традиции от взрослого поколения детям. И молодежь, школьники активно участвуют в духовной жизни села. Мы были сегодня свидетелями прекрасного танца в исполнении школьного ансамбля, а также танцевального коллектива из учителей школы, молодых педагогов. Была свидетелем яркого выступления ребят-спортсменов на национальных спортивных играх. На праздник была подготовлена разнообразная программа, куда входили торжественные открытия, спортивные состязания, дегустация национальных блюд. С удовольствием зрители смотрели на выступления местной самодеятельности. Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере, ведь пока живы национальные праздники, жив и дух народа. Анна Васильева, Мирнинский район. По данным МВД, ежегодно в полицию поступает около 40 тысяч заявлений на поиск детей. 25 мая, к слову, в мире отметили день, в который скорбят о детях, которых не удалось найти. Вот волонтеры Мирнинского поискового отряда и народного актива на площади Ленина выложили из свечей в тот день незабудку, символ памятной даты. Пропавшие дети, конечно, это наша боль всеобщая. Представить себя на месте такого ребенка, просто очень страшно. Конечно, мы должны с вами всей общественностью понимать, что есть определенные правила и для взрослых, и для детей, которые мы должны безукоснительно соблюдать. А в одном из чурапчинских наследов состоялось памятное историческое событие – оживление известной фотографии члена американской исследовательской экспедиции Владимира Йохильсона, где запечатлены обряды национального праздника Исых. Кадры национального Осоха и обряда кумысопития были сделаны Йохильсоном в мае 1902 года. В воссоздании оживления всемирно известной фотографии чурапчинцев приняли участие около 300 человек. Идея оживления картины была связана с созданием документального фильма об истории создания чурапчинского наследия, над которым работает чурапчинский филиал НВК «Саха». Спустя 121 год чурапчинцы воспроизвели точную копию этой фотографии, чтобы сказать нам, всему народу, всему миру, что якутский народ еще сохранил свои традиции, приумножил их, и мы уважаем традиции и передаем будущему поколению. Хочу поблагодарить театр Олонко и коллектив нашего музея, что предоставили реквизиты, старые одежды тех времен. Ну а завершаем мы наш эфир немножко по традиции, да? Часто у нас такое бывает. Братья наши меньшие. Да, к примеру, вспомним снова нашу медведицу Харчану, которая проживает в Санкт-Петербурге. Проводит она теплые майские деньки в бассейне.
не заботьтесь ни о чем, кроме плавания, игр и ловли вкусностей. Северная красавица ест рыбу и сладкую свеклу, которую ей предлагают заботливые сотрудники зоопарка, не выходя из воды. За сочными кусочками так весело нырять, ведь когда медведица плавает, ее ловкий и грациозный стиль напоминает движение дельфина. Даже в будний день посетители зоопарка столпились вокруг бассейна и с удовольствием наблюдают за кормлением знаменитой питомицы. Они умиляются, когда Харчана пытается достать рыбку, а потом шлепает лапой по воде, когда получает награду. Ну что, глаз радуется, да, когда наблюдаешь за нашей землячкой, так скажем, да. И, видно, что животное счастливо, и у него все хорошо, что они действительно заботятся, сотрудники Ленинградского зоопарка. И местные жители тоже, мне кажется, от него в восторге, потому что со мной был случай в 2018 году, я как раз отправился в Санкт-Петербург отдохнуть и посетил зоопарк. Как раз вот Харчану только туда привезли, она там осваивалась, и я стою на нее, смотрю, ко мне подходит женщина, видно, местная жительница, уже такая в возрасте, начинает мне историю Харчаны рассказывать, что Харчана, это переводится вот так-то, так-то, она там с Якутии приехала, я говорю, да, я тоже с Якутии, я знаю. Ну а продолжая тему медведей, в понедельник утром жители Сунтарского района заметили между селами Сунтар и Кемпензя медвежонка, который бродил у дороги, ведущей к крестьянскому хозяйству. Видео с животным появилось в социальных сетях. Эксперты оценивают возраст медвежонка в 3 года. Как раз в таком возрасте подросшие детеныши покидают мать и начинают самостоятельную жизнь. Медведи начинают покидать берлоги с середины апреля. На май и июнь приходится период размножения. В этот период животные очень активны и много бродят по лесам. Поэтому местных жителей просят на время воздержаться от выхода на природу и быть осторожными. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Пусть сегодня у вас обязательно все получится. Желаем вам отличного настроения. Надеемся, вам было с нами интересно и полезно. Завтра увидимся.